Якутянку Айталину Максимову, родившую 14-го ребенка, торжественно выписывают из перинатального центра. Новорожденную 6 декабря девочку родители назвали Миланой. Теперь в семье 8 мальчиков и 6 девочек. Сейчас на торжественной выписке находится моя коллега Марферина Алексеева. Марферина, здравствуй. Расскажи, как самочувствие матери и ребенка. Кристина, приветствую. Состояние Айталины Максимовой отличное, роды прошли успешно. Она родила 6 декабря, и сегодня она уже выписалась буквально только что. Она покинула зал торжественный, счастливая мать. Себя действительно говорит, что последняя беременность чувствовала тоже очень хорошо и даже привилась от ковида, что как раз таки отмечает и говорит, что не зря это сделала. Ну и подробнее о том, какое у нее состояние и как прошла беременность, нам расскажет ее лечащий врач Донская Донара. Предлагаю послушать. Ну, она поступила в отделение патологии беременных сначала. И как с целью подготовки к родоразрешению, учитывая анамнез, да, предстоящие роды. Вот. Состояние было удовлетворительное. План ведения родов был обычный, да, через естественные родовые пути. И роды произошли, ну, как и намечались. Роды без осложнений, состояние мамы и ребенка удовлетворительное, и по времени проведения всех необходимых обследований она сегодня готова на выписку. Предыдущие роды в прошлом году, год еще, по-моему, чуть больше года, да, она рожалась здесь. Ага, и мы ее помним, и она рожалась здесь. Ну, как-то тогда так не сакцентировалось, быстро все это ушло, но в этот раз решили, что праздник необходим и для ее поощрения, ну и для наше такое тяжелое время, чтобы мы как-то стимулировали рождаемость, радость у населения от того, что вот такое количество детей рождается, здоровых детей. Чувствуется очень большая поддержка. Буквально только что семье вручили 100 тысяч рублей, коляску, кровать, посуду, но очень много поддержки. Вот на выписку пришли родные, близкие, старшая дочь Айталины, Катя, которая прям самая такая главная помощница. Она нам даже рассказала немного о том, как устроен быт, дежурство. Ну и, конечно же, счастливый отец маленькой Миланы. Предлагаем тоже послушать. Он поделился своим настроением с нами. Очень был рад. В прошлом году был мальчик, в этом году девочка. Запланировано, да, как будто бы? Да. А как вот прошла беременность у супруги? Нормально ли? Нормально прошло. Хорошо, да? Угу. Ну, немножко с предыстории. Мы узнали, что жена от Санитарского волоса, да? А вы вот отсюда, из Тологина, да? Немножко расскажите, где вы живете, чем занимаетесь? Я здесь, в пригороде города Якутска, Тологина, село Сардах. Работаю в Тологинской школе, вахтер. И почему так назвали? Милана назвали. Ну, это милая девочка, короче. Ну и хочу немножко рассказать о семье матери героини. Они живут в селе Сырдах в Тологино. Недавно переехали из Санитарского Луса. Семья дружная, живут в большом двухэтажном доме. Старшая дочь нам тоже также поделилась, рассказала о том, что все друг другу очень помогают. А отец вообще похвалил ребят, своих мальчишек, о том, что рассказал, подготовились к зиме самостоятельно, готовили лед, и он даже не участвовал, так как тоже, конечно же, очень занят, делает мебель, обеспечивает свою семью. На данный момент это все, пожалуй, подробности. Подробнее о том, как вообще живет семья, их история, мы расскажем в следующих новостных эфирах. На этом у меня все. Кристина. Спасибо, Марферина. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Марферина Алексеева.